Следующий вопрос по поводу так называемого Деда Мороза. То есть, как вы знаете, многие дети, они ожидают от него какие-то подарки, много сказок всяких, да, много рассказов, что как бы он дарит подарки, появляется, откуда ни возьмись, в общем, исполняет желания и так далее. Вот, и попросим шейха, чтобы он подробно разъяснил эту тему. Санта-Клаус, Папа Ноэль, Дед Мороз и другие варианты его имен. Это пожилой веселый человек в красной шапке, в красно-белой одежде, с белой бородой, живет на Северном полюсе и приходит в ночь на 25 декабря, в сочельник или в ночь на Новый год. Якобы приходит, обходит людей и раздает им подарки. Говорят, что образ этого человека был позаимствован у одного священника, христианского священнослужителя, которого звали Николай, и который жил в IV веке по христианскому летоисчислению. Он обходил детей, помогал бедным и нуждающимся, и от этого прообраза появился Папа Ноэль, Санта-Клаус, Дед Мороз и прочее. И затем христиане стали его почитать, говорить, что он приходит ночью, обходит детей, сирот и нуждающихся и раздает им милостыню. Далее они начали привязывать сердца детей к этому несуществующему человеку. Дети ждут его, надеются, что он придет к ним с подарками, и может доходить до того, что они начинают его о чем-то просить, молиться ему и надеяться на него. Что касается христиан, то они являются неверующими не только из-за этого. Они не верят в Аллаха Азза ва Джаль, не из-за Санта-Клауса, а из-за многих других вещей, вводящих людей в куфр, в том числе из-за их догмата о том, что Иса – сын Аллаха или сам Аллах, из-за неверия в пророческую миссию Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, из-за того, что не принимают ислам. Все это делает их веру недействительной. Так что это неудивительно, когда христиане или неверующие в целом совершают что-то, что увеличивает их неверие. Но большая проблема здесь в том, что это же самое начинают делать мусульмане, когда тот, кто произносит два свидетельства веры, свидетельствует, что нет Бога кроме Аллаха и что Мухаммад посланник Аллаха, затем совершает то, что делают христиане, или верит в то, во что верят христиане. Несомненно, это указывает на то, что ислам стал чуждым среди мусульман из-за их невежества и недостаточного знания книги Аллаха и сунны Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, а также из-за недостаточной приверженности религии Аллаха Азза ва Джаль. Потому что когда мусульманин придерживается религии Аллаха, придерживается шариата Аллаха Азза ва Джаль, он никогда так не сделает и не будет воспитывать детей на подобных порицаемых вещах. Но если религия у него ослабла, невежество возросло и распространилось среди мусульман, то происходят подобные порицаемые вещи – заблуждения и нововведения. Если кто-то верит в этого человека, ждет от него подарка, ставит его изображение среди мусульманских детей, чтобы они ходили вокруг него и просили подарки, все это запрещено и недопустимо. И это возвеличивание того, что относится к религии христиан. И те мусульмане, которые так сделали, находятся в большой опасности относительно своей религии. И, как мы говорили, тот, кто возвеличивает какой-то христианский религиозный обряд, будучи согласным с ним, тот становится кафиром, который не верит в Аллаха Азза ва Джаль. Или, как пример детей, воспитывают, внушая им, что Санта-Клаус приходит ночью, приносит подарки, и сердца детей привязываются к этому человеку, который приходит в полночь. Все спят, а ребенок ждет, когда он принесет ему подарки. Хотя все это фантазия. Деда Мороза не существует, но детей воспитывают на том, чтобы они связывали свои сердца и надежды не с Аллахом Азза ва Джаль. Мы скажем, подобное воспитание на лжи, на запретном, привязывание сердец не к Аллаху Азза ва Джаль, если сопровождается обращением мольбы и просьбы Деду Морозу и надежды на него, все это относится к большому ширку, который выводит из ислама. Этот человек – один из символов Рождества. У него свой особый образ. Христиане надевают его одежду. И если все это будут делать мусульмане, это будет для них харамом и одним из больших грехов. А если они начнут почитать этого человека и верить, что он наделяет уделом, приносит подарки, если станут возвеличивать того священника, так называемого святого Николая Чудотворца, который был священнослужителем IV века, если они будут возвеличивать его, то совершат куфр в Аллаха Азза ва Джаль. Просим у Аллаха благополучия и спасения от этого. Мусульманин должен быть внимателен к своим вероубеждениям, к религии. Он может впасть в неверие из-за одного слова, которое произнесет, или из-за действия, которое совершит. Как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, «Опережайте своими делами смуты, которые будут подобны кускам темной ночи. Утром человек будет верующим, а к вечеру станет неверным. Вечером будет верующим, а к утру станет неверным, продав свою религию за мирские блага. Да упасет нас от этого Аллах».
Так что будьте крайне осторожны, чтобы не выйти из религии, даже не зная об этом. Абу Хафс аль-Кабир аль-Ханафи говорит, кто подарит многобожникам яйцо на Навруз или Махраджан, тот становится неверующим. Если даже его подарок им относится к возвеличиванию их праздников, что тогда сказать о тех, кто возвеличивает религиозные символы христиан и отмечает день, в который, как считают христиане, родился Иса, сын Аллаха, отмечает, что Иса – это Аллах, Азза ва Джаль, и затем он соглашается с ними в их убеждениях. Просим у Аллаха благополучия. Также хотел добавить, о шейх, обычно взрослые понимают, что это все небылицы, но проблема в детях, о шейх. Например, в школе учитель надевает... Он мусульманин? Он может быть и мусульманином, и не мусульманином. Однако важно то, что когда ребенок вырастает, он тоже начинает понимать, что это неправда. Но проблема в детях, которые, как вы сказали, связывают свои сердца с Дедом Морозом. Например, они собираются в большой комнате, и когда им говорят «позовите Деда Мороза», они начинают кричать «О, Дед Мороз, о, Санта-Клаус!» Что-то просят у него в то время, как он отсутствует. Это воспитание молодого поколения на многобожии. Мольбы к этому человеку, просьбы, обращенные к нему, когда его нет, когда он отсутствует, это ширк в Аллаха, субханаху ва тааля. Даже если ребенок еще маленький и не обязан совершать религиозные обязанности, все равно это огромная беда, когда его воспитывают на такой лжи и заблуждении. Родители должны воспитывать своих детей на том, чтобы они просили только у Аллаха, обращались с мольбами только к Аллаху, надеялись только на Аллаха. И если тот человек мусульманин, то как он может представать в образе кафира и выполнять один из христианских праздничных обрядов? В этом случае заблуждение становится еще больше. Мы просим у Аллаха благополучия.